Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня в нашей программе. Мы гордимся вашим брендом в стране, но КАМАЗ стал и международным брендом. У нас и новые станки, и новое оборудование. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие. Путин и КАМАЗ. Особая история любви и взаимопонимания. Ну а куда деваться, если нет работы? Кто в Казани работает, кто в Зеленодольске. Мы хотим, чтобы здесь кипела жизнь. Васильева. Эпоха заката и эпоха возрождения. Вот этот кубок для меня самый важный. Ведь не только мышцы нужно продемонстрировать. Свои 51 я считаю, что я достойно выгляжу. Железная леди из Татарстана. До железного Арни рукой подать. Вы знаете, сложилась такая традиция, что президент страны Владимир Путин раз в квартал приезжает в Татарстан. И здесь часто принимаются решения, определяющие развитие всей страны. Может, все дело в том, что Путин испытывает особые чувства к нашей республике? Не знаю. Одно несомненно. Татарстан – это мощная точка роста в масштабах всей России. Один из самых экономически и промышленно развитых регионов. Четвертый визит Владимира Путина в республику в этом году, который состоялся в минувшую пятницу, еще раз подтверждает эту мысль. Замечу, что поводы для визита главы государства в Татарстан были всегда значимые. В феврале Владимир Путин посетил Казань и Иннополис, провел встречу с представителями общественности и заседание Президиума Госсовета России. В мае Путин был на авиационном заводе в Казани, где провел совещание по вопросам развития военного комплекса. В августе президент страны присутствовал на церемонии закрытия мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Четвертый визит Путина – это празднование 50-летия КАМАЗа. Кстати, это его 7-я встреча с заводчанами. И таким вниманием первого лица государства могут похвастаться очень немногие предприятия. Мы все знаем, как Владимир Владимирович следит за делами на автогиганте и всегда его поддерживает. В 2000 году, когда КАМАЗ был обременен огромными валютными долгами и завод не мог по ним платить, визит Владимира Путина поставил точку в реструктуризации этих долгов. В 2008 году, в разгар кризиса, Владимир Путин приехал в Челны, чтобы поддержать российский автопром. И принял важнейшее решение. Предприятия получили кредиты и заказы, а россияне смогли покупать российские автомобили в кредит с помощью субсидий госбюджета. Что было значимым в визите Владимира Путина, кроме 50-летия КАМАЗа? Тимур Бекмурзин продолжит. В четвертый раз за год в Татарстане и в 7-й раз за все время в Автограде. Для Владимира Путина Челны и КАМАЗ особенный город и завод. В чем причина такой привязанности, сказать не беремся, но она явно идет на пользу прежде всего автогиганту, который, как чуть позже отметит Владимир Путин, возродился как птица Феникс после сложного периода конца 90-х, пожара на заводе двигателей. О тех годах на заводе тоже стараются не забывать. Потому что это тоже история, пусть трудная, но по-своему героическая, история преодоления. Преодолевать трудности и двигаться только вперед. Это как раз про нынешний КАМАЗ. Путь, который он сам себе выбрал полвека назад. Всех, кто приехал на строительство КАМАЗа, к счастью, я могу с гордостью об этом сказать, наш народ встретил. Наш многонациональный народ, татарский народ на нашей земле. И вот этот дух, она сохранилась все годы строительства, а сегодня она еще больше укрепилась. А для нашего народа самое главное, особенно мы с вами чувствуем и по текущей ситуации, нужна дружба и нужна духовное единство. Сегодня на КАМАЗе трудится 56 тысяч человек. Завод входит в 20-ку мировых производителей тяжелых грузовиков, выпускает каждый третий большегруз в России и в СНГ. У нас столько, хорошего, будем говорить, вот к празднику, к этому нашему юбилею. У нас и новые станки, и новое оборудование. О людях я не говорю, потому что люди – это самое главное. У нас всегда было, есть, и я думаю, что будет. Я горд тем, что я работаю на КАМАЗе, что я участвую в этих изменениях, что я продолжаю, испытываю эту технику. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие,
кто вложил в нее свою душу. Это рабочие, это строители, инженеры, ученые. А какие вы создаете современные, замечательные продукты? Какие машины? Разумеется, мы гордимся вашим брендом в стране, но КАМАЗ стал и международным брендом, в том числе, а может быть и прежде всего, благодаря вашим и нашим замечательным спортсменам, которые из года в год показывают уникальные результаты. КАМАЗ 50 лет спустя – это прежде всего КАМАЗ с полностью обновленным производством. Часть его показали Владимиру Путину на заводе двигателей. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин поделился важной информацией о высоком уровне локализации производства нового двигателя. Из общего числа двигателей импортируем мы сейчас только 17%. Остальное производим либо на площадках самого КАМАЗа, либо на других российских предприятиях. Президенту также показали, как работает компьютерная система контроля качества. Но из последних новшеств завод по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей. Совместное предприятие КАМАЗа и Даймлер. Впрочем, в этот день у журналистов была редкая возможность познакомиться с новинками и скорее после завтрашнего дня автопрома. Знакомьтесь, КАМАЗ-54907 – это уже совершенно иной технологический уровень. Такой даже не грузовик, а гибрид дома на колесах и космического корабля. Жидкокристаллические экраны, комбинация приборов на руле, мультимедиа устройство, электронное зеркало так называемое, то есть видеокамера снимает вперед, назад и вниз, и здесь, соответственно, отображается. Во время осмотра новинок предприятия Владимира Путина ждала еще одна встреча, как оказалось, более чем приятная. С государственным советником и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Впечатлениями от увиденного Владимир Путин поделился во время общения с заводчанами. Это действительно новый уровень, это действительно мировое качество. И что очень важно, вот я сейчас посмотрел, 83% локализации. Это значит, мы в России производим 83% от этого двигателя, который является одним из наиболее передовых в мире. Это очень хороший показатель. Это значит, что прошедшие годы прошли не зря, и вы работали не зря, создавая предприятие с 1973 года, да? Ну и самое главное, что это двигается. Двигается, вот сейчас только мне один из директоров сказал, что особенно молодые люди приходят, у них глаза горят по поводу всего, что касается нововведений, всего нового. Молодое поколение КАМАЗа на встрече с президентом олицетворял в том числе Айдар Минеев, чемпион мира WorldSkills по изготовлению прототипов. Для Айдара это уже вторая встреча с Путиным. Молодой человек рассказал в интервью нашей программе, что целенаправленно пришел работать на КАМАЗ и горд этим. КАМАЗ мотивирует, и поэтому я очень был рад, когда меня приняли на работу в научно-технический центр КАМАЗа. На встрече же с Путиным Айдар затронул, как оказалось, острую тему создания полноценного инженерного вуза в Челнах. Я бы хотел обратиться к вам с такой просьбой построить или создать в нашем городе университет, инженерный вуз. Для Владимира Путина такая постановка вопроса в Челнах показалась немного странной, ведь есть же в Автограде филиалы солидных вузов, того же КФУ и КНИТУ имени Туполева. Но ведь люди едут не потому, что вот им невозможно получить качественное образование, я думаю. Здесь, ну, во-первых, всего набора всех специальностей в набережных Челнах вряд ли возможно создать. Для этого есть Казань, не знаю, Новосибирск, Петербург, Москва. Это правда, потому что всего набора здесь трудно себе представить. Но то, что нужно для региона, здесь есть. Вернуться к этой теме Владимиру Путину пришлось во время трехсторонней встречи с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным и руководителем корпорации Ростех Сергеем Чемизовым. Может быть, филиал создать? Филиал есть. Можно. Но Сергей говорит, что нужно этих поддержать, действующий федеральный университет. Финансирование развития материально-технической базы. Также обсудили перспективные проекты автогиганта. Президенту сообщили, сейчас главный серийный выпуск автомобилей нового поколения К5, а также беспилотного транспорта. Для реализации амбициозных планов нужны солидные финансы. Пока речь о 50 миллиардах рублей сроком на несколько лет.
А на встрече Владимира Путина с Рустамом Миннихановым речь шла не только о КамАЗе. Рустам Нургалиевич коротко рассказал, как обстоят дела в экономике республики. Валовый продукт Татарстана растет, перевалив за 2,5 триллиона рублей. Бюджет республики исполняется, инвестиции более 600 миллиардов рублей. Средняя зарплата 37 тысяч рублей. Объем отгруженной продукции, я думаю, 2 триллиона 900, может быть, даже 3 триллиона. К прошлому году где-то 1,2-1,5. По национальным проектам в этом году республика выполнила все намеченные планы. Продолжает работать 40 республиканских программ. Идет строительство дорог, модернизация социальных объектов. 30 детских садов, значит, построено 2 школы, много, 341 объектов. Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за поддержку и помощь в организации мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills и доложил, как исполняется поручение президента по работе группы стратегического видения «Россия и исламский мир». Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. На этой неделе не стало Юрия Лужкова, неординарного человека, выдающегося политика, деятельного общественника, крепкого хозяйственника и успешного градоначальника. Я не удивился, что с момента известия о его кончине тут же нашлись желающие вспомнить все его ошибки, перетряхивая прошлое. Давайте все-таки будем объективны и справедливы. Юрий Михайлович вошел в историю прежде всего как мэр Москвы и великий реформатор в новейшей истории столицы нашей Родины. Хотя сам Лужков эту характеристику, реформатор первой волны, кажется, не воспринимал. Ему больше подходило хозяйственник, труженик, строитель. Энергичный, без комплексов, он действительно много строил и много построил. От реконструкции Большого театра до строительства обычных домов. Его символ – демократичная кепка. Его стиль – работа с утра до ночи, широкий размах и масштаб. Он был мэром 18 лет, застав на своем посту 3 глав государства. Москва именно при Лужкове стала той Москвой, которой сегодня мы можем по праву гордиться. Кто-то сказал, он взял Москву социалистическую и оставил Москву капиталистическую. В самые тяжелые годы Лужков сумел запустить экономику столицы. Да, она вся покрылась киосками, палатками и барахолками, но сотни тысяч людей смогли заработать себе и своим семьям на хлеб. И это была новая экономическая политика в масштабах одного города. Москва с тех пор раздобрела и при последующих руководителях сменила рабочую одежду барахолок на строгий фрак плиточных мостовых. Но это уже другая история. В политике Юрий Лужков был таким же широким, харизматичным, часто довольно жестким, неуступчивым и принципиальным. Как когда-то было принято говорить, Лужков был из когорты политиков-тяжеловесов, термин из конца 90-х, таких же, как Примаков и Минтимир Шаймиев. Не зря именно этим незаурядным людям удалось создать и провести в Думу новую политическую силу – Отечество, вся Россия. Юрий Лужков часто приезжал в Казань, дружил с первым президентом Татарстана Минтимиром Шаймиевым. Минтимир Шарипович на специальной пресс-конференции поделился с журналистами воспоминаниями о работе и дружбе с Юрием Лужковым. Как страна прощалась с Лужковым и каким его запомнили в республике, ведь он очень часто бывал в Татарстане. Об этом в нашем репортаже. «12 декабря 2019 года Москва простилась с Юрием Лужковым. Это прощание, как и сам бывший московский мэр, было масштабным и трогательным одновременно. Символично, что провожали большого политика и патриота в День Конституции России. И еще более символично, что гражданская панихида была организована в храме Христа Спасителя. В том самом храме, строительством которого сам Юрий Михайлович и занимался, и по праву гордился этим. Личность Юрия Лужкова никого не могла оставить равнодушным. Человек с неуемной энергией, строитель и созидатель. Его хватало на все и на всех, и, кажется, до всего ему было дело. Активно обустраивал столицу и лично занимался вопросами поддержки Крыма, шествовал над Черноморским флотом России. Это была в чем-то противоречивая фигура, но в то же время яркая, открытая, колоритная натура.
Попрощаться с Лужковым пришли люди самых разных взглядов и профессий. От политиков и чиновников до артистов и модельеров. И, конечно, обычные москвичи. Люди не скрывали своих слез. От нас ушел действительно масштабный человек. Политик и гражданин. Патриот, верный сын России и великий труженик. Где бы он ни работал, кем бы ни работал, с любовью и благодаря его природным качествам, с большим желанием выполнял любую работу. Юрий Михайлович всю жизнь трудился. И где бы ни трудился, какой бы отрасли, за что бы ни взялся, он добивался успеха. Человек был настолько реально простой, что ему не надо было рядиться в кепку, чтобы выглядеть простым. Что он помогал очень многим, абсолютно бескорыстно. И свои деньги там где-то давал, и пробивал там что-то. То есть он был реально популярной фигурой. И если уж говорить о личных впечатлениях, я же прекрасно помню Москву при Гаврииле Попове, да, не в упрек демократам будет сказано, но ярым совершенно демократом, такой вот весь из себя. Чтобы по улице Горького, но по Тверской теперь невозможно было проехать, все в колдобинах было, разбита была Москва, как после бомбежки какой-то, да, и какой она стала или начала становиться при Лужкове. Ну, нельзя не отдать должное, конечно. Достаточно простой вообще не был, улыбался. Но если выступал, то выступал с вдохновением. Мы считаем, что выборы в Татарстане являются истинным индикатором будущих выборов президента России, когда свое слово скажут народы великой страны, заинтересованные в спокойном и динамичном развитии, а не в откате назад в коммунистическое прошлое. Несмотря на внешне добрый нрав и открытость, Лужков был, конечно, человеком отнюдь непростым и, как мы отметили, в чем-то противоречивым. Да и как иначе, простые политики в то сложное, противоречивое время в конце 90-х, начало нулевых в принципе не могли состояться. А Лужков состоялся, в первую очередь, как успешный мэр Москвы. Крайне принципиальный и неуступчивый политик Лужков в конце 90-х инициировал создание движения Отечества. В это же время на политическом небосклоне России замаячило и другое сильное объединение, организованное первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и другими региональными лидерами «Вся Россия». Вскоре силы объединились в блок Отечества «Вся Россия», на базе которого в будущем появится партия «Единая Россия». Безусловно, для этого тоже нужно было обладать смелостью. На ура не поддерживали, и, я должен сказать, в то время и первые лица страны. Я это не чужих слов знаю. И когда мы создавали уже с Владимиром Анатольевичем Яковлевым, Муртаза Рахимов, партию «Вся Россия», мы многое, значит, слышали. Да и в наш адрес немало было критики. И в их адрес, потому что первыми они создали партию. Мы, какие бы сложности ни были, в политической и общественной жизни, всегда находили взаимопонимание, понимали друг друга. До сих пор, по сути дела, он был на дне моего дня рождения в связи с 80-летием. До этого за год я был у него тоже на юбилее. Мы поддерживали дружеские, чисто человеческие отношения. Мне кажется, что они были очень близки друг к другу, вот Минтимер Шарипович и Юрий Михайлович Лужков, по восприятию мира и по представлениям о том, как в этом мире надо жить. Вот здесь их что-то роднило, да? И вот это вот и хозяйственная жилка, и склонность к тому, чтобы что-то там с руками поделать. Там. Он был от земли, он понимал экономику. До этого были теоретики. Вот были мэры, да, Казань, там по улицам мусор летал, да? А он сразу прибрал Москву, все привел в порядок, она стала реально столицей.
Ну и Шаймиев по натуре такой же, он хозяйственник, как Миниханов, кстати, тоже, они от земли все. Ни один москвич равнодушен к нему не был. Все его знали, это уже интересно. И то, что он уважал Татарстан, Казань, это очень хорошо. Это говорит о том, что Татарстан Москва всегда выделяла. Это очень здорово. Пусть земля будет пухом. Я думаю, что это тот лидер в истории российского общества, крупный общественно-политический, преданный своей родине человек. Юрий Михайлович Лужков. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней. А теперь от столичных тем перенесемся в наши пенаты. Поселок Васильево под Казанью. Вот куда мы теперь отправимся. Не так часто мы вспоминаем о нем, тем более зимой, когда там практически не остается дачников. Лично для меня поселок Васильево – это воспоминания о пионерском лагере имени Мусы Джалиля от Министерства культуры. Регулярные конфликты с местными хулиганами, которые отбирали у нас котлеты в столовой. Набеги на свалку стекольного завода, откуда мы приносили в пионерский лагерь потрясающие стеклянные трубки, которые использовались в войне против соседних отрядов для стрельбы спелым боярышником. Набираешь полный рот ягод и дуешь в трубку. Точность потрясающая. И следы от попадания на противники конкретные. Все это я рассказываю к тому, что Васильево моего детства – это рабочий поселок, где взрослые целый день на работе, а дети были предоставлены сами себе. Однако и в наши дни Васильево остается самым крупным поселком Татарстана. И без садоводов-любителей там обитают 17 тысяч человек. И живут они, опять же, по большой части, не только в своих, а и в многоквартирных, многоэтажных домах. Чем они заняты? Ничем. Где они заняты? Нигде. Точнее сказать, в самом поселке работы практически не осталось. 6 тысяч человек ежедневно ранним утром покидают родной поселок, отправляясь в Казань, Зеленодольск или Волжск на работу или на заработки. Это более трети всего населения. Работа в самом поселке закончилась давно и надолго. В августе закрылся легендарный Васильевский стекольный завод, в котором в лучшие годы работали, только подумайте, 2000 человек. И нам хорошо известно, что бывает, когда умирает большое, градообразующее предприятие. Вокруг начинается разруха и запустение. И вот новость для жителей поселка. Президент Татарстана дал поручение разработать программу социально-экономического развития поселка Васильево. Очевидно, что Васильево как минимум попытаются реанимировать несколько производств или построить новые. Одним словом, нам, конечно, пока даже в общих чертах неизвестно, какие лекарства пропишут больному. Но диагноз мы поставить можем и сами. Что и сделал на этой неделе наш корреспондент Михаил Любимов. Прогноз на завтра для поселка Васильево. Днем будет светло, а ночью будет темно. И вы знаете, это вполне себе долгосрочный прогноз. Во всяком случае, именно так думают жители этого поселка, которые, кстати, и посоветовали нам начать наш рассказ о беспросветной, так сказать, жизни вот на всей этой территории именно с этого участка дороги. Вот этот участок дороги длиной в 6 километров, который соединяет трассу М7 и поселок Васильево, фактически освещается только солнцем. И представьте себе, что чувствуют люди, которые живут здесь. Люди, которые ежедневно видят вот эту непролазную тьму и которые представляют себе, что это значит. Здесь небезопасно и здесь очень неприятно. Почему? Потому что возникает ощущение, что просто на всю эту большую территорию взяли и однажды махнули рукой. И вот это действительно хорошее начало для нашего рассказа, в котором мы попытаемся сегодня ответить на вопрос: а есть ли свет в конце этого тоннеля? Тьма, непобедимая среди яростно пылающих солнц городов. Где-то в глубокой тьме этого космоса уже не село, еще не город, пока без надежды.
В эти ранние утренние часы поселок выбирается из этого сумрака навстречу огням больших городов. Работа и деньги там, давно не здесь. Это нормально такая ситуация, что вы так приходится каждый раз ездить? Ну, а куда деваться? Если нет работы, ненормально уж, конечно. Хочется, конечно, работать в поселке. Здесь нет нигде работы. Все закрыли. Ну, а для чего мы учили, чтобы пятерочки стоять за кассой? Последнее окно в Европу и вообще в мир разбито вдребезги несколько месяцев назад. В поселке из-за долгов закрылся стекольный завод, на котором в лучшие годы трудились 2000 человек. В августе были уволены последние 200 работников. Многие устроились на работу. Кто в Казани работал, кто в Зеленодольске. Опять же, не здесь. Васильеву у нас просто негде работать. Но эта территория, эти помещения могут быть интересны кому-то, по-вашему? Я думаю, что потому что здесь весь ресурс подведен, газ, свет и коммуникации, да, весь ресурс полностью обеспечен на предприятии. Абсолютно все, даже вплоть до железнодорожного ветки, то есть у него своя есть ветка. Жители поселка, что называется, выплакали уже все слезы по умершим предприятиям. Стекольная не единственная, лишь самая свежая боль. Что-то уже давно в истории, что-то уже давно даже не потрогать, и увидеть-то можно только вот на этой берлинской Васильевской стене посреди поселка, отделяющей славное прошлое от депрессивного настоящего. Васильевский хлебозавод – единственное прижизненное изображение на этой стене. На заводе еще осталось 130 рабочих мест последних. В этом году уже сокращено 50 человек. Завод барахтается, заплывает за буйки, закупает новые линии, залезает по горло в долги и не в силах уже выплыть самостоятельно никак не дождется даже спасательного круга. Мы обратились в Минэкономики, но вот, к сожалению, вчера мы получили отказ. Чисто формальный отказ в поддержке нашего бизнеса. По кредиту? Да, в процентах по кредиту. Я считаю, что это чисто, значит, формальный отказ. Субсидирование этих? Субсидирование процентов по кредиту. То есть покрытие какое-то частичное? Да, это бы нам очень здорово помогло. Мы ведь с вами говорим о чем? Мы, конечно же, говорим о том, что предприятие, которое закрылось не просто предприятие, закрылась целая система взаимосвязей в поселке, которые это предприятие формировало. Детские сады, которые это предприятие строило, дороги, которые это предприятие прокладывало. И сейчас, возвращая какое-то предприятие, мы, конечно, можем вернуть это в социальную инфраструктуру, хотя времена, конечно, совсем не те. Но, в принципе, это все возможно, это все, и, может быть, это даже необходимо сделать, потому что социальная напряженность, она присутствует в поселке, и она... Не только потому, что закрылось. Да, конечно, конечно. Потому что предприятие перестало выполнять свои функции социальные тоже, в том числе. И мы это чувствуем в поселке. Конечно, это очень ощутимо. Здравствуйте, ребятки! Ребятки, у нас гости сегодня в детском саду. Вот она где, социальная напряженность. Вот эти дети, счастливчики. Таковых в этом детском садике 222 ребенка, а мест всего 145. Еще один переполненный автобус, да? Ну, можно так сказать. Мы укомплектованы на 100%. Даже более, даже 200, скорее всего. Как вы нашли место для всех? Вот вы видите, что все раздвигается. Вы можете посмотреть, что на сон все кровати раздвигаются. Раздвигается все даже за пределы разумного. Но так или иначе, а за пределами этих стен в очереди сюда стоят 300 семей. Мест нет и не предвидится. А еще в поселке Васильево нет и не предвидится тротуаров. Мелко нет. Вот она, наглядно, жизнь на грани выживания, не предполагающая даже решения самых неотложных, практических проблем. Кто-то скажет, что это придирка, но просто я вот это вижу здесь у вас, в который раз и повсюду. Да. У нас это наша общая беда поселковская, у нас нет тротуаров, пешеходных дорожек. Даже там, где они есть, они практически в таком состоянии, по которым ходить нельзя. Мамаши все, которые идут с маленькими детьми, они все идут по обочине дороги. Никогда не было здесь никакого
тротуара. А ведь вот я родилась и выросла на этой улице. И здесь, тогда, когда еще вообще асфальта не было, были тротуары деревянные. Понимаете, всегда были тротуары. И народ всегда ходил по тротуарам. Вечером на спящий летаргическим сном круглые сутки поселок опускается туман. И в этой тьме непобедимой люди уже не способны разглядеть ни друг друга, ни каких бы то ни было перспектив, ни даже света в конце тоннеля. Рима, мы с вами, конечно, сильно рискуем жизнью. Мы без фонариков, без светоотражающих элементов. Нам бы вообще очень хотелось, чтобы здесь было хотя бы какое-то освещение. Но здесь не то, что его не включают, да, а его просто здесь нет. Здесь даже нет фонарей. Да, мы хотим, чтобы здесь кипела жизнь. Это наша родина. Мы здесь выросли. Мы хотим здесь жить. Нам нравится этот воздух, эти сосны, этот берег Волги, который находится в 3 минутах ходьбы от дома. Поселок очень, своими силами он не выберется. Нужна поддержка извне, нужна поддержка не только от района, но нужна поддержка от республики. Мы готовы к тому, чтобы работать. Мы хотим жить хорошо. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Смотрите после рекламы. Вот этот кубок для меня самый важный. Ведь не только мышцы нужно продемонстрировать. Свои 51 я считаю, что я достойно выгляжу. Железная леди из Татарстана. До железного Арни рукой подать. За укрепление межнационального мира и согласия Рустам Минниханов удостоен премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Отмечается, что президент республики со всей ответственностью подходит к укреплению мира разных народов, живущих в Татарстане. О важности межпарламентского взаимодействия и дальнейшего развития экономических отношений между Татарстаном и Вьетнамом зашла речь во время встречи Рустама Минниханова с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам госпожой Нгуен Хим Кинган. Вопрос реализации нацпроектов президент Татарстана обсудил на заседании Президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Совещание прошло под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева в режиме видеоконференции. Возможность проведения в Казани церемонии вручения мировой премии в области туризма World Travel Awards Рустам Минниханов обсудил с основателем конкурса Грэмом Куком. Премия учреждена в 1993 году. Среди ее соискателей лидеры в индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Работу промышленных предприятий республики за 10 месяцев этого года Рустам Минниханов обсудил во время визита на Казанский вертолетный завод. До начала совещания президент Татарстана осмотрел производственные цеха и продукцию предприятия. Во время двухдневного визита в Словакию Рустам Минниханов провел встречи с председателем парламента страны Андреем Данко и руководителем ряда министерств, а также посетил нефтеперерабатывающий завод «Словнафт». На деловом форуме Татарстан-Словакии были подписаны соглашения о сотрудничестве агентств по развитию инвестиций и торгово-промышленными палатами Татарстана и Словакии. 12 декабря Рустам Минниханов в Минске встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румусом. Во время рабочей поездки в страну президент Татарстана посетил завод «БелАЗ», а также обсудил вопросы реализации совместных проектов по производству газомоторных двигателей, расширению промышленной кооперации, открытие в Беларуси татарстанских автозаправок. Ключи от новых квартир казанским военнослужащим в минувшую субботу вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Новый 10-этажный жилой дом на территории Казанского танкового училища был построен специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России. Прославленные татарстанцы, ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Борис Кузнецов и 2 героя России, участника Второй чеченской военной кампании Александр Супанинский и Алексей Кораблев встретились с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в рамках ежегодного торжественного приема в честь Дня Героев Отечества. 100-летний юбилей родного края отметило Буинское землячество. Традиционная встреча выходцев из этого района состоялась в культурно-развлекательном центре «Пирамида» и была приурочена 2 большим событиям – столетию образования ТССР и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Перед началом большого концерта с участием мастеров искусств прошла презентация документальной ленты об истории землячества и известных выходцев из Буинского района.
Мы продолжаем программу «7 дней». Сколько языков народов многонациональной России? На этот вопрос никто точно не сможет ответить. Эксперты называют разные цифры. Самая большая и самая сомнительная – 277. Во время последней переписи населения были озвучены более реалистичные данные – 177 языков. Но это было почти 10 лет тому назад. И за эти 10 лет, как полагают эксперты, Россия уже потеряла несколько десятков языков. Согласно последним официальным данным, сегодня осталось 135 языков народов России. О чем говорят эти цифры? Думаю о том, что статистика в стране ведется постольку-поскольку. Многонациональное богатство не считают и не пересчитывают. И сохранность этого богатства, признаемся, пока под большим вопросом и вызывает серьезную обеспокоенность. В национальных регионах, в том числе и Татарстане, продолжается обсуждение вопросов сохранения и развития родных языков. И поводы совсем не радостные. От соседей приходят печальные вести. Там идет массовый отказ от изучения своего родного языка. Подробности в материале Эльзиры Юзаевой. Генеральная ассамблея ООН, как известно, 2019 год объявила годом родного языка коренных народов. Согласно официальной информации Министерства просвещения, в России также прошли свыше 700 мероприятий, которые как раз и были посвящены вопросам сохранения и развития родных языков. 700 мероприятий. Много это или мало? И каковы будут конечные результаты? Вопрос пока остается открытым, так как только в этом учебном году во многих национальных регионах количество учащихся, которые выбрали для изучения свой родной национальный язык, катастрофически упало. В 17-18 учебном году его выбрали как родной язык 80%, в 19-20 учебном году как родной язык 50%. Какая динамика? А что будет через несколько лет? Ученые бьют набат. Это их крик души. Известный историк, филолог Светлана Петрова весьма резка в своих суждениях. Времени на сантименты уже не осталось. Чувашский родной язык катастрофически теряет свои позиции в школах. Если 2 года тому назад, после принятия поправок в закон об образовании, свыше 80% родителей чувашей пожелали, чтобы их дети изучали в школе свой родной чувашский язык, спустя 2 года уже 30% из этого числа изменили своему слогу. И теперь вместо чувашского на уроках родного языка изучают русский язык. Светлана Владимировна в этой ситуации не исключает эффект домино, когда одно решение, принятое сверху, вызвало цепочку необратимых для родного языка последствий на местах. Я очень удивлена, что государственная задача сохранения языков народов Российской Федерации переложена на общество. Это государственная задача. Общество, конечно, можно поиграть с обществом и сказать, ну, вы же сами не хотите. Но государственные задачи так не решаются. Государство должно отвечать. Оно и отвечает якобы по нашей Конституции Российской Федерации, где прописано, Российская Федерация гарантирует сохранение и развитие языков народов России. Гарантия переложена на родителей. Кто сегодня современный родитель? Это человек, который уже потерял родной язык. Это продукт 90-х годов и система образования 90-х годов. Вот он приводит там 35-летний человек своего 7-летнего ребенка в школу. И у него другие представления о том, как должно пройти школьное образование. У него есть свой опыт и часто негативный. А ведь родной язык, он требует включения, понимаете, он требует вот такой вот задействованности эмоциональной сферы, которой, пожалуй, вот современному родительству не хватает. Какие изменения произошли в национальном образовании в национальных регионах за последние 2 года? Какое место в образовательном пространстве теперь занимают родные языки? Какое количество учащихся их изучает в школах? Почему произошло резкое падение в ряде национальных регионов? На эти и другие вопросы пытались найти ответ участники международной научно-практической конференции, которая на этой неделе прошла в Казани. Ученые из разных регионов России отмечали, что в стране до сих пор нет
единой информационно-просветительской базы. В интернете данные очень скудные, не систематизированные. На сайте Министерства просвещения России нет ни анализа, ни мониторинга. С такого молчаливого согласия родные языки народов многонационального федеративного государства постепенно уходят в тень. Например, Мари-Эл. В прошлом учебном году марийский язык в качестве родного выбрали менее 10% учащихся. На этот учебный год данных нет вообще. В прошлом учебном году свыше 1000 человек-кабардинцев в качестве родного языка выбрали русский. Ситуация с родными языками в Перми была настолько, видимо, предсказуема, что в некоторых школах родителям сразу выдали бланки с правильным ответом. Это болезненный удар будет по всем малым языкам. И удар, от которого практически языки не встанут. А если языки исчезнут, то исчезнут и народы. И тогда говорить о федеративном государстве никакого смысла нету. Почему болезненный удар будет по языкам? Потому что право выбора языков, они эти статьи закона не извели до утилитарного смысла. То есть человек вынужден, родители детей вынуждены выбирать язык в условиях, когда надо определяться, то ли твой ребенок изучает родной язык и тратит в неделю на это 3 часа, эти убогих 3 часа, да, ну, за исключением Якутии, Республики Татарстан и Башкортостан. Или эти 3 часа будут отданы под русский язык, который будет избран как родной язык. Вот, и дети смогут нормально, хорошо сдать ЕГЭ для того, чтобы в дальнейшем получить право на поступление в вуз. Вот этот утилитарный подход, он с одной стороны, вроде бы делается для блага человека, ну, человека не надо загружать лишней работой, а с другой стороны, это удар по национальной политике России. Прошлые и позапрошлые годы у нас цифра 69, 67, 68 остается на том же уровне. По словам представителя Министерства образования и науки, ситуация в Татарстане пока остается стабильной. Около 70% родителей татарский язык ежегодно выбирают в качестве родного. И в этом большая заслуга, в первую очередь, учителей татарского языка. В этой 13-й татарской гимназии 100% детей разных национальностей изучают татарский язык. По словам директора школы, никакого давления на родителей не было. Это их добровольное желание. Уроки татарского – это настоящий остров сокровищ. Вот сегодня они играют в морской бой, изучая сложную тему деепричастия. Завтра будут шарады и квесты. Каждому уроку учителя свой творческий подход. И таких интересных решений у них в запасе несколько десятков. Әгәр дә без укучыларыбызга тиешле юл картасын дип инде тизеп, татар теленең бирелеше, укытылышы буенча дөрес юнәлеш, кулай юнәлеш белән алып барсак дип әйтик, бер генә әти-әни дә каршы килер дип уйламыйм мин. И все же, какой бы удачной, интересной и современной ни была бы методика преподавания, статус языка, его политический вес и положение в обществе должны оставаться неизменными. Ученые убеждены, что государственные языки субъектов Российской Федерации должны быть обязательными к изучению. А вот как их будут преподавать, это уже вопрос искусства, а не политики. Эльзира Юзаева, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Эффективным инструментом для сохранения идентичности татарского народа, его культуры и языка становится национальная музыкальная премия «Болгар Радиосы» «Милли премия». Потому что она создана с любовью к родному языку и татарской песне. В этом уверены и лауреаты премии, и миллионы зрителей телеканала ТНВ по всему миру. На этот раз премия прошла под эгидой Года театра. Лауреатами стали в том числе и авторы музыки для театральных постановок. И главная особенность премии – статуэткой «Алтын Йылдыз» отмечаются шлягеры лет минувших, а значит соблюдается преемственность поколений и пополняется золотой фонд татарской эстрады. Репортаж Диляры Юсуповой. Национальная премия в этом году проходит с каким-то особенным размахом. Уже буквально у входа гостей встречает сначала вот этот стенд, у которого можно сделать фото.
А уже чуть дальше милые девушки вот раздают вот подобные премии с гуляги. Да. Символ Болградио. Я тоже теперь причастна. Не хочет. Спасибо. И если когда-то в начале эта премия носила такой характер некого музыкального капустника, то теперь это уже настоящий перформанс. Национальная премия «Болградио» в Татарстане – событие не менее заметное, чем какая-нибудь громкая и давно ожидаемая премьера. Тем более, что программа в этом году была едва ли не самой насыщенной за последние несколько лет. Началось все с того, что в полной темноте расцвела настоящая неоновая жизнь. Самые яркие воспоминания у зрителей оставили огромные, переливающиеся всеми цветами радуги инсталляции. Ну и, конечно, сами артисты. Очень масштабные шоу. Я хожу вот каждый год, говорю же. Вот, я вот заметила, с каждым годом у нас все лучше и лучше. Советую всем приходить. Развивается. Молодых артистов очень много. Очень красиво они поют. Вообще очень-очень нравится нам. Это единственная по-настоящему народная музыкальная премия для представителей татарской эстрады. Самый волнительный момент – объявление лауреатов. Исполнителем года была признана Гузель Уразова. Победителем в номинации «Легенда татарской эстрады» в этом году стал Рафаэль Ильясов. Винарист стал самым целеустремленным артистом. За все существование премии он едва может удержать все свои золотые звезды. Их насчитывается сразу 3. Человек, который сам, без всяких вложений, без всяких спонсоров, вылез, слава богу, на сцену. Спасибо большое зрителю за то, что меня признали, которые голосовали, которые радовались тому, что мое творчество идет вперед. Гальдыния Хайруллина тоже на премии не впервые. На этот раз номинация одна из почетных – «Любовь зрителей». Артистка прошла испытание народным голосованием. Песня полюбилась слушателям с первой ноты. Награду воспринимает как аванс. Стимул еще лучше работать, больше работать. И поэтому я очень благодарна Болградиуса, ТНВ. И вот они нас связывают с зрителем. Я вам сыграю музыку, которая написана к спектаклю «Кытаемсины в ожидании». Инструментальная музыка в татарской эстраде – поистине новое направление для премии этого года. За несколько дней до награждения Эмиль Низамов признается, что для него это не просто награда, это возможность встретиться со своим зрителем, о котором он, быть может, и не подозревал. Кто-то знает мои эстрадные песни, инструментальную музыку, которая вообще изначально была написана для какого-нибудь спектакля. Поэтому, мне кажется, это очень закономерно, что я именно попал сюда как композитор, работающий в этом жанре. А это еще одна из площадок, именно направленных на национальную татарскую музыку. Поэтому для меня это очень интересно и очень важно, чтобы встретиться со своим зрителем, с другим своим зрителем. Потому что вот даже я сказал про театр, но театральный зритель – это один зритель, а концертный зритель – это немножко другой зритель. Отмечать и замечать не только тех, кто презентует песню, но и тех, кто остается за кадром. Коронный знак премии «Болградио». Выдвижение на национальную премию – это самый большой праздник, который может быть у исполнителя, автора или композитора. Потому что это выдвижение людьми, которые к музыке имеют прямое отношение. По сути, твоими товарищами, которые иной раз и твои конкуренты. При подготовке мы старались учитывать мнение не только таких аксакалов татарской музыки, то есть я имею в виду членов нашего жюри, но и слушателей Болградиуса, зрителей ТНВ, которые голосуют через телерадиопроект «Кайнар-хит». То есть все лауреаты «Кайнар-хит» автоматически становятся и лауреатами Милли Музыкаль премисы. Когда даже объявляли артистов, говорили там разные титулы их, разные премии, но Болградиуса в этом не звучало. Но уже вот я начал замечать в последние годы, статус премии растет, и когда уже певец выходит на сцену, его объявляют как лауреата Болградиуса Милли Музыкаль премисы.
Булгар радиосы — это радио золотых хитов. И во время церемонии награждения мы вспоминаем и ушедших от нас певцов, чтим их память. У нас звучат и ретро-песни во время концерта. Ну-ка, ребят, скажите мне на камеру. Нет, не скажете. Пусть народ решает. Вот весь, это же игровой кусок был. О масштабе можно судить уже по кадрам, сделанным во время генеральной репетиции. Открывается праздник со светового представления, но самое сложное испытание, помимо испытания зрителям, изучить все до деталей. Встать в нужном месте, нужная нота в нужное время. Это не просто концерт, а музыкальное шоу, графические интерактивы, аранжировка и современная хореография. Даже вот были такие случаи, когда мы выступали, после концерта мы приходили. Вот у нас, вот наша семья должна была расстаться, а мы из этой песни послушали песню, и мы остались вместе. Как-то она стала популярной, народ ее полюбил, она стала королевой всех хит-парадов. Да, такая вот популярная стала. Я сам даже не ожидал. Песня должна приносить положительные эмоции, чтобы люди отдыхали, просто расслаблялись, просто слушали, просто наслаждались произведением. Вот в данном случае песней, да. И задача была такая, чтобы люди могли просто расслабиться под эту песню и потанцевать. Традиционно прошли награждения в номинациях «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Семейный дуэт года» и «Народная любовь». Свои награды лауреаты уже могут вешать в гримерной. А вот зрителям самое главное – сохранить впечатление. Концерт продлился 4 часа. Посмотреть на представление пришли сотни людей. Зал был наполнен до отказа. И даже в завершении на экране еще долго горела звезда, как символ того, что праздник хоть и закончился, но обязательно вернется. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Кстати, и Золотой спортивный фонд нашей республики пополнился очередными достижениями. На этой неделе, после триумфа на 2 чемпионатах мира по бодибилдингу, в Казань вернулась Наталья Быстрова, которую по праву можно назвать самой титулованной татарстанской спортсменкой в этом виде спорта. На турнирах в Словакии и Испании она завоевала золото и стала абсолютной победительницей в своей категории. Наталья Быстрова теперь 9-кратная чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу. Но, наверное, о статусе Натальи Быстровой можно сказать другой титул. Она 3-кратная мисс Вселенной. Ей, как говорится, рукой подать до самого железного Арни. Арнольд Шварценеггер удостаивался титула мистер Вселенной 4-жды в разных версиях. Как и любой женщине, Наталье свойственна слабость, грациозность и любовь ко всему прекрасному. На этот раз купальник на соревнованиях был усыпан стразами. А мы видим это сейчас на фото. Наталья также не прочь облачиться в балетную пачку и надеть пуанты. В чем секрет успеха этой поистине фантастической женщины с железным, нет, не телом, характером, узнавала Елена Горбунчикова. Стальные мышцы, стальной характер и огромная сила воли. Это все о ней, о Наталье Быстровой, самой титулованной в бодибилдинге и фитнесе казанской спортсменки. В фитнес-клубе, где Наталья работает тренером, есть свой уголок славы. Больше половины кубков и медалей – трофеи этой женщины миниатюрного роста. Вот этот кубок для меня самый важный в данном случае, потому что абсолютное первенство выиграть удалось мне. В словацкой Братиславе спортсменка из Казани в категории женский классический бодибилдинг стала абсолютной чемпионкой, одержав победу над украинкой Викой Погребняк. В мировом рейтинге она сейчас №1. Борьба была достаточно жесткая, и перевес был всего в 1 балл в мою пользу. Спортсменка очень достойная, я счастлива, что мне удалось с ней бороться, потому что в этом сезоне она выиграла все соревнования, которые только были в этом году. Тем слаще для меня была победа.
Почивать на лаврах Наталья Быстрова не стала и после триумфа в Словакии отправилась покорять спортивный Олимп в испанскую Таррагону. На чемпионате мира среди мастеров она вновь стала сильнейшей и теперь уже 9-кратной абсолютной чемпионкой мира. Кстати, второе место тоже у россиянки Елены Лазаревой. Этот мастерский турнир отличается тем, что в нем принимают участие спортсмены старше 35 лет, а вот верхней возрастной планки нет. Выступал спортсмен, которому 82 года, из Японии. Понятное дело, что он не конкурировал на высоком уровне, но сам факт. За столь высокими наградами стоит колоссальный труд. Полгода жесткого режима, тренировок и диеты. Как говорит сама спортсменка, подготовка к турнирам – ее любимая пора. Есть возможность заняться творчеством, поиском нового образа, обязательно женственного, и еще музыки для произвольной программы. Важный момент – это купальник для Натальи. Его сшили мастерицы из Аризоны, лучшего в мире ателье для бодибилдеров. Кстати, цена одного такого купальника – $1500. Спасибо спонсорам, говорит Наталья. Они же оплатили поездку на турниры. Например, в этом году я попробовала изучать кизомбу с преподавателем. И, знаете, наверное, все-таки моя произвольная композиция этим и отличалась. Ведь не только мышцы нужно продемонстрировать возможность плавно, женственно двигаться. Моя задача была понравиться судьям, и чтобы они смогли очень высоко оценить всю мою работу. В бодибилдинге Наталья с 17 лет, и сколько тонн железа она подняла за все эти годы, спортсменка никогда не считала. Говорит, что это не важно. Тогда зачем столь хрупкой женщине такие физические нагрузки? Ответ прост. Очень важно, чтобы тренер был все-таки фитнес-моделью для человека, который приходит в зал. Именно так, как выглядит тренер, можно определить, на что он способен, каким багажом знаний он обладает и опытом. В свои 51 я считаю, что я достойно выгляжу, и советую многим дамам обратить на это внимание, потому что все зависит только от них. Если в моем возрасте женщины считают, что ходить в спортзал неприлично, гораздо приятнее сидеть, вязать носки или посвятить полностью всю свою жизнь внукам, это, конечно, здорово, это их выбор. Но я бы все-таки призывала женщин дать себе хотя бы какую-то маленькую возможность для себя что-то сделать, чтобы они имели возможность поддерживать себя в спортивной форме, чтобы они имели возможность красиво одеваться. Кстати, Наталья – мама 21-летней студентки будущего мультипликатора. Как скоро Быстрова перейдет в другую весовую категорию, вопрос открытый. Но в том, что она будет заботливой бабушкой, сомнений нет. Бабушкой в прекрасной физической форме, которая даст форы многим молодым мамам. Елена Горбунчикова, Роман Безменов, 7 дней. На этом у нас все. Баргазгада ин изготовляклер. Жерлап яшик. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Предстоящая неделя вновь будет напоминать качели. Первый зимний месяц, как и прошедшая осень, не отличается стабильностью. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге в течение всей недели будет пасмурно и очень снежно. Температура будет колебаться от -3 до -11. На юго-востоке, в Бугульме, Баблах и Азнакаево аналогичная ситуация. Будет снежно, к выходным похолодает до -8-12 градусов. В центральных районах республики понедельник встретит жителей пасмурным небом до -4. В среду будет довольно тепло, -2, к выходным подморозит. На юго-западе республики во вторник и среду возможны дожди, -2 градуса. С четверга подморозит и пойдет снег. На северо-западе республики, а также в Казани, всю неделю ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Во вторник и среду ожидается дождь, к выходным до -8. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.